В Ленском районе много талантливых людей. Это музыканты и танцоры, художники и спортсмены. А вот тех, кто владеет несколькими талантами сразу, да еще и в совершенстве, нужно поискать. Евгений Сивцев один из тех немногих. Он единственный в Ленском районе занимается якутским фольклором. Танцует, поет, великолепно играет на хамусе. Тут ему нет равных. Его выступления всегда неординарные, яркие, вызывают восторг зрителя. От его голоса и игры хамуса захватывает дух. Хочется слушать бесконечно. Звуки природы, голоса животных, пение птиц умело передает Евгений с помощью хамуса. В его руках этот инструмент как будто оживает. Евгений Сивцев родился в самом холодном месте мира, на полюсе холода в Аймяконском районе. Когда мальчик был еще в младенческом возрасте, родители переехали в Ленский район по распределению. Мама устроилась в пятую городскую школу учителем начальных классов, а Женя пошел в детский сад, потом в школу, а вот высшее образование герой нашего репортажа получал в городе Мирный. Сразу стоял вопрос о том, что куда я пойду учиться, да, то есть навязчивая идея, ну не навязчивая идея, может быть, мечтою всех мам, наверное, до сих пор это такая вот тенденция, да, чтобы у их детей было высшее образование, вот, потому что хотелось мне поступить в культурное какое-то учебное заведение. Единственное на тот момент в Якутске это было колледж культуры и искусства, как бы я наводил справки уже, да, с людьми, которые там учились, я уже как бы тоже имел разговор, как говорится. Но на семейном совете было принято, что только высшее образование. Вот. На Якутск как-то вот мы побоялись, потому что как бы и далеко и так далее. Но тут вот открылся в 94 году, открылся в Мирном филиал ЕГУ. Вот. Ну и, собственно говоря, вот тот факультет иностранных языков, который вот, был там, вот, собственно, это пал туда наш выбор, и как бы и я считаю, что это, ну, как бы не считаю, это и есть мой альма-матер, да. По первому диплому Евгений преподаватель английского языка и литературы. Молодому человеку удалось даже поработать в этом направлении. На четвертом курсе параллельно с учебой начинающий педагог вел уроки у ребят сначала младшего звена, потом старшеклассников. В средней школе №1 города Мирного, где я проходил все эти 3 вида практики, да, не хватало очень преподавателей. Директор мне предложил уже на 4-м курсе как бы, да, уже взять ну, какое-то количество часов, чтобы уже к окончанию института у меня уже была какая-то наработанная база, какой-то опыт, собственно говоря. А потом, после института, в 2003-м, она меня с распростертыми объятиями, скажем, приняла уже конкретно, окончательно, уже на постоянную работу. То есть на выходе из института у меня уже была работа, у меня уже копился стаж, у меня уже был опыт, в отличие от других моих, скажем, сокурсников, да. Параллельно с учебой и преподавательской деятельностью в свободное время Евгений посвящал себя творчеству. Он состоял в объединении «Кустук». Здесь и стали материализовываться его мечты. Он начал заниматься народным пением и игрой на хамусе. В тот момент, когда открылся институт, он как бы был не полностью, скажем так, укомплектован, я имею в виду материально-техническая база, не было своего спортивного зала. Поэтому, как вариант, нам, студентам, предлагалось пополнить ряды участников народного коллектива, якутских народных танцев, да, «Кустук», который вот сейчас тоже пока еще, ну, все еще работает, слава богу, да, на базе Дворца культуры «Алмаз». Но этот коллектив, он был составной частью одного такого большого сектора, да, якутской традиционной культуры, куда входил и хамус, там, и вот фольклор и так далее, да, декоративно-прикладное творчество, там, шитье и так далее. Вот все это объединялось в одном таком большом, скажем, творческом объединении, которое тоже называлось «Кустук», которое сейчас тоже все еще как бы функционирует, работает. И тогда всем этим занималась, возглавляла заслуженный работник культуры, народный мастер Ульяна Егоровна Миронова, человек, который мне очень много дал. Вот именно от нее. Вот все то, что я умею, все то, что я знаю, это, конечно, пошло от нее. Это вот благодаря ей, собственно говоря, я вот являюсь тем, кем я сегодня есть. Но все же мечта обучаться искусству культуры профессионально не оставляла Евгения. В 2014 году он поступил в Питерский институт на факультет народного художественного творчества. Весь комплекс дисциплин образовательных, я имею в виду, которые сейчас мне помогают работать, да, в принципе, вот это вот направление, оно все включает. И те, скажем, моменты, которые ну, являются нужными мне для работы, да, они тогда преподавались, и сейчас преподаются, конечно, более в таком прикладном варианте, то есть более углубленно, да, поэтому даже без сомнений этот факультет, это отделение, эта специальность, как бы, поэтому вот как-то вот так.
Творческая деятельность, рассказывает герой нашей передачи, идет с ним по жизни всегда. В детском саду, в школе, в институте, в одном и в другом он находил время для творчества. Пел, танцевал, занимался традиционной якутской культурой, фольклором. Постепенно все это из хобби переросло в любимую профессию и жизнь Евгения. Долгое время он работал в Центральном доме народного творчества. Там и началась его профессиональная карьера в качестве художественного руководителя. Уже имея опыт за плечами, да, как бы, потому что занимаясь в Дворце культуры «Алмаз», оно все равно видишь, как другие работают, да, и все равно видишь, как это все происходит, потому что закулисье, оно как бы на самом деле очень многому учит. Вот. И зная все это, памятуя обо всем об этом, как бы, ну, влиться туда было не так просто, не так сложно, вернее. Сложнее было, наверное, с коллективом работать, потому что сплошь, да, куда вот ни взгляни, везде творческие люди. Кто такие творческие люди? Люди это неординарные, это сложные люди в плане того, что с ними очень сложно найти общий язык подчас, потому что, ну, не каждый творческий человек сразу же с первого, вот, скажем, да, дубля он пойдет, скажем, с тобой на контакт. А тем более, что если у тебя руководящая должность, с этим намного сложнее. Но, тем не менее, на тот момент коллектив Дома культуры, он был во многом, на 90% он состоял из молодых специалистов, таких же, как и я, то есть 30 плюс с небольшим, да. Вот. И люди, как бы, как-то мы все сдружились, дружим до сих пор, общаемся. Вот эти годы работы, да, вот именно в этом коллективе, с этими людьми, наверное, они были, ну, самыми, наверное, одними из самых ярких, да, в моей жизни, потому что все молоды, с амбициями. Нам наше руководство давало полный, скажем, карт-бланш, да, то есть мы путем каких-то проб и ошибок сами творили культуру, это было интересно, это было здорово. Было время, признается Евгений, всем коллективом ночевали на работе, готовились к большим мероприятиям, ставили номера и много репетировали. Зритель принимал их работу всегда на ура. Время шло, все чаще молодой человек задумывался о сольной деятельности и, наконец-то, решился. Сегодня Евгений Валерьевич занимается этнической культурой, поет песни народов Якутии, в совершенстве владеет хамусом. Этот инструмент, он всегда для меня был, скажем, таким каким-то притягательным. У меня своего инструмента у меня не было, появился он у меня только в 2001 году, свой первый, настоящий, да. Вот. И вот в течение уже 20 лет, это как бы больше 20 лет, этот инструмент, это мой верный спутник, я его беру везде с собой. И он позволяет, наверное, ну вот, будучи таким вот инструментом необычным, да, человек, когда на нем играет, он вдыхает в него жизнь, буквально, да, то есть без участия человека, без участия нашего речевого аппарата и так далее, он просто не будет звучать. Я до сих пор до конца его еще не распознал, я учусь каждый раз чему-то новому, узнаю что-то новое всегда, но гордость моя в том, что наш якутский хамус среди всех варганов, которые существуют во всем мире, инструмент, поэтому, если вот так, скажем, для кроссворда, да, более 5000 лет. Наш якутский варган, хамус, является самым лучшим. Почему? Потому что он единственный во всем мире может петь. То есть недаром его называют по-якутски этиген, то есть поющий хамус, да. Поэтому это для меня это очень важно. То есть для меня это очень ценно. И если это мое предназначение, то есть нести дальше вот то, что нам передали наши предки, то это, наверное, можно сказать, моя миссия здесь. С гастролями Евгений объехал достаточно много городов и стран, и везде его выступления производили настоящий фурор. Игра хамусиста действительно впечатляет. Впечатляет и голос молодого человека, его манера исполнения произведений. Без выступления Евгения не обходится ни одно районное мероприятие. Сегодня Евгений Сивцев работает в детской школе искусств. Он является заместителем директора по воспитательной работе. Одновременно он обучает детей якутскому фольклору. Основная моя должность, она связана и там это творчество. То есть, будучи вот ответственным за всю такую художественную составляющую, воспитательную составляющую нашей школы, как бы, да, все равно ты занимаешься именно творчеством.
да, то есть ты общаешься с детьми, ты общаешься с педагогами, какие-то концертные программы и так далее, а уже конкретно в своем классе со своими детьми я уже целиком и полностью отдаю своему самому любимому делу. Каждый из них уникален, каждый из них по-своему самобытен, у каждого из них свое такое неповторимое, какое-то такое вот детская такая непосредственность у кого-то. Даже те дети, двое у меня десятиклассников, большие уже ребята, да, но даже они, тем не менее, до сих пор вот сохраняют, ну, может быть, это сам, может, я просто к ним так привык, что они выросли на моих глазах, да, но они сохраняют эту детскую непосредственность, они с удовольствием приходят, я надеюсь, что с удовольствием приходят, мы с ними творим, мы с ними работаем. Все свои навыки Евгений Валерьевич с удовольствием сегодня передает более младшему поколению. Я когда их учу, я вижу их стремление, да, я вижу их желание, я вижу их успехи, и для меня, как для педагога, конечно, это очень важно. То есть то, что получается, знаю я, они возьмут. Хороший ученик — это тот ученик, который превзошел своего педагога, да. И я надеюсь, что они также, даже если они не пойдут по культуре, даже если они не будут связывать свою жизнь там, с творчеством и так далее, что вот этот вот инструмент, он будет их верным другом в течение всей их жизни, и они не будут его забрасывать, да, в какой-то момент там просто сели, поиграли и уже что-то, что вот это вот они потом привьют своим детям, а потом внукам и так далее. То есть эта цепочка должна быть неразрывной. Но в этом я думаю, что вот любой музыкант, любой педагог в этом видит главное свое предназначение, как ты занимаешься своим любимым делом. А когда любимое дело — это твоя работа, которая приносит тебе бешеное удовольствие и желание дальше творить, ну это, я думаю, что это эти люди считают счастливыми, поэтому я себя считаю счастливым человеком. Ребята с удовольствием учатся игре на хомусе, несмотря на то, что освоить этот инструмент – занятие не из простых. На уроках якутского фольклора ученики изучают не только игру на инструменте, но и обычаи и традиции народов Севера. Да, здесь не только обучение на игре хомусе, здесь еще у меня с Андреем, так как мы 4 класс, у нас здесь есть, как бы сказать, теория. То есть мы учим такие вещи, как олонхо, обряды, традиции, культуры. Сложности у меня возникают с подряжанием звуков, но у меня уже начинает получаться. Я стараюсь, Евгений Валерьевич меня пытается научить с большим терпением, ну вот. Пока пытаюсь, пробую. Юлия Саргоева – одна из учениц Евгения. Занимается девочка якутским фольклором уже более 4 лет. Так же, как и у педагога, у Юли с детства появилась любовь к хомусу. Однажды она услышала на одном городском концерте его звучание вживую и твердо решила, что тоже научится на нем играть. Мне очень стало интересно, что это за звуки такие интересные. Как-то попробовала, у меня стало получаться, и до Евгения Валерьевича я еще как-то даже выступала в конкурсе, занимала 1 место. Это меня и мотивировало заниматься дальше, уже профессионально. Я буду поступать на именно музыкальный, в якутский фольклор. Я хочу связать уже свою жизнь, как-то так получилось, что уже иду на профессию поступать. Юля признается, что мечтает научиться играть на этом сложном инструменте так же, как и ее педагог. Девочка к этому стремится. Много времени репетирует, ходит на дополнительные занятия и участвует в различных мероприятиях. Постоянно пополняет свой репертуар новыми произведениями. Екатерина Гавриш тоже обучается якутскому фольклору. Она прекрасно танцует якутские танцы и играет на хомусе. Осваивать творчество якутского народа девочка начала самостоятельно. Когда пришла в группу Евгения Валерьевича, основные навыки у нее уже были. Отдать ей должное, как бы вот она занималась и с педагогами, но больше занималась сама. И отдать ей должное, у нее вот уровень владения инструментом очень хороший. Да, ну есть, конечно, какие-то шероховатости, есть над чем работать, но на тот момент, что человек сам к этому пришел, ребенок, не носитель культуры, к этому сам пришел, как бы я думаю, что это дорогого стоит, и такое только надо поддерживать. Для учеников Евгений Валерьевич пример. Его навыкам они мечтают научиться. Ребята рассказывают, что уроки проходят интересно, познавательно и плодотворно, и ждут их всегда с нетерпением. Евгений Валерьевич, как и педагог, прекрасный педагог, ну, как и человек тоже, он очень нас любит, и он нас очень часто балует, но и он бывает строг с нами, поскольку это тоже нужно, чтобы была дисциплина у нас в ансамбле. Я надеюсь, что мы с Евгением Валерьевичем будем ладить, ну, мы и так ладим. Мы стараемся, все хорошо у нас.
Ребята уже могут похвастаться первыми достижениями. В прошлом году они привезли награды высших уровней с конкурса «Москва верит талантам» и конкурса «Слияние культур» в Казани. Поездка мы очень довольны. Конкуренция, особенно в Москве, была в плане того, что привезли очень хорошие коллективы. Может быть, конечно, в плане того, что у них не было конкурентов в их номинации, да, практически не было. Но остальные дети, на фоне их, конечно, они смотрелись не хуже других, скажем. Коллектив детской школы искусств женский. Коллеги Евгения очень рады, что с ними бок о бок работает такой талантливый педагог. Они многому у него учатся, по многим вопросам советуются, и мнение этого человека всегда учитывается. Как человек, он очень отзывчивый, если к нему обратишься за помощью, он всегда поможет. Не было такого случая, чтобы он как бы отказал. Вот. Ну, я уже сказала, он очень грамотный во многих сферах. Ну, Евгений Валерьевич пришел к нам не так давно. Он работает у нас, если я не ошибаюсь, наверное, 6-й год. И за этот период он показал себя как очень грамотный специалист. Он ведет у нас класс хомуса. С его появлением появился этот класс в нашей школе. До этого не было такого класса. Вот. И сразу этот класс начал работать очень активно. Дети играют, увлеченные этой работой. Это человек творчества и вдохновения, позитива и радости. Лично я хочу выразить ему благодарность за наше многолетнее сотрудничество. За эти годы у нас сложились прочные партнерские отношения, основанные на взаимном понимании, доверии и уважении. И нам в коллективе повезло, что у нас есть такой коллега. Он очень грамотный, целеустремленный, заряжающий положительной энергией весь коллектив. С Евгением Валерьевичем у нас очень много было задуманных идей, проектов, и мы воплотили в нашу музыкальную жизнь. Мы выпустили с ним такой замечательный фильм о композиторе Гайдна вместе с учащимися. Выпустили в этом году о Никколо Паганини. Днем Евгений работает в детской школе искусств с детьми. Вечерами репетирует с коллективом народного ансамбля «Русская песня». С 2014 года он является его руководителем. Коллектив к этому моменту практически распался, но терять народный ансамбль начальник управления культуры не хотела. Стояла задача возродить ансамбль, и эта миссия была возложена на героя нашей передачи. Народный коллектив статус придает, да, учреждению, благодаря этому и ставки другие, и статус учреждения другой. Если мы его потеряем, то это не есть хорошо. То есть на уровне министерства нас никто по голове не погладит. Надо что-то с этим делать, надо их спасать. Ну и, собственно, вот с 2014 года я их взял тогда, мы собрались, я говорю, давайте попытаемся что-нибудь. Они, понятно, что пели всегда под баян. Да, то есть в этом отношении много было баянистов с ними и работали с ними выдающиеся, я считаю, личности. К сожалению, на тот момент, когда я их взял, баяниста у них уже не было. Да, то есть, пришлось что-то искать, идти в ногу со временем, решили петь под аранжировки. Вот они, начиная с 4 человек, тогда они уже разошлись, вернулись старые какие-то, что коллектив возродился, они вернулись. И уже когда я в 2015 году уходил на другую работу уже, да, из Дома культуры, их было 15 человек. На сегодняшний день их 10, они держатся, обновился коллектив, да, более омолодился, скажем. Сегодня коллектив «Русской песни» сплоченный и дружный. Педагог гордится им и очень рад, что именно ему выпала возможность работать с народным хором. Сначала, рассказывает руководитель ансамбля, было сложно, но постепенно он влился в работу по новому для себя направлению. Не имея, скажем, специального музыкального образования, работать с народным хором, тем более, что работа с вокалистами, это всегда очень сложно. То есть здесь очень важно и настроить голос, да, поставить его, чтобы он звучал, чтобы там почистить какие-то неточности, и убрать все эти подъезды и так далее. Эти ошибки, которые есть, очень сложно. Но постепенно, уже когда уже сейчас работаю в музыкальной школе, я очень многому тоже, к слову о том, что я учусь. То есть азы музыкальной грамоты, которые сейчас у меня есть, да, может быть, это как-то слишком громко сказано, тем не менее, они дают мне возможности, тем более, что есть старшие коллеги, которые могут всегда подсказать, которые могут всегда направить, которые могут помочь советам каким-то, да. В этом отношении именно моя работа, нынешняя работа, она помогает мне в работе с ними. И то, что коллектив звучит,
коллектив может петь, коллектив интересен, самобытен и все еще пока востребован, скажем, да, это тоже для меня, ну, такое большая, наверное, такая ответственность. Коллективу русской песни сегодня более 30 лет. И именно этот ансамбль является визитной карточкой Ленского района. Поэтому он должен жить, развиваться и петь дальше. А петь участницы хора хотят только под руководством своего нынешнего педагога. По их словам, с его появлением русская песня заиграла новыми красками. Евгений Валерьевич занимается с нами уже на протяжении ряда лет. Вообще, как преподаватель, он очень требовательный. Он выстроил, ну, на мой взгляд, он выстроил свою систему преподавания. И, в общем-то, мы все бежим сюда с удовольствием, потому что всех этих распевок нам не хватает, например, в праздничные дни или в дни каникул. С одной стороны, требовательный преподаватель, с другой стороны, очень такой творческий и, как это сказать, идейный. Молодой, живой, задорный, придает нам задора. Евгения Валерьевича мы хорошо знаем уже давно. Наше творчество, кажется, больше раскрылось, когда он пришел к нам руководить. Он очень творческий, очень креативный. С ним здорово. Нам не дает спуску, не дает нам халтурить. Надеюсь, наше творчество увидели зрители, то, что он нам преподает, как он нам преподает. Это здорово, классно. У коллектива народного ансамбля в копилке немало достижений. Многие появились в годы руководства Евгения Сивцева. С Евгением Валерьевичем мы уже побывали в Якутске на новом для нас мероприятии, на фестивале. С Евгением Валерьевичем мы участвуем в онлайн каких-то конкурсах и даже имеем призовые места. И имеем места, мы были лауреатами уже в таких конкурсах. Вот. И, скажем так, ну, мне кажется, он добавляет сейчас какие-то новые нотки в наш ансамбль. У нас много дипломов появилось. Наверное, сложно очень их перечислить. Один из ярких, одно из ярких участий – это участие в фестивале казачьей и имской песни в городе Якутске в июне месяце. Мы прямо 12 июня, такой праздник российский, пели на большой сцене в нашей столице в Якутске. Хотелось бы, конечно, куда-то бы еще поехать. Но пока это только в планах творческих. Работа отнимает большую часть времени Евгения. Свободного времени практически не остается, но существуют отпуска. Вот именно в это время Евгений старается успеть все. Очень люблю ездить в отпуск, куда-то выезжать. Очень люблю открывать для себя интересные какие-то места, открывать для себя каких-то новых людей, да, какие-то новые, не знаю, доселе неизвестные традиции, обычаи других народов. Это всегда интересно, да. Вот. Раньше как бы у меня хобби такое, ну, оно такое было, скажем, рисование, да. Ну, сядешь, что-нибудь нарисуешь, что-нибудь. Ну, сейчас этого уже нет практически. Сказать, что какое-то конкретное хобби есть, ну, люблю читать, люблю смотреть умное кино, да, то есть, которое заставляет подумать, которое вот без всей вот этой вот мишуры и всего остального. Люблю, чтобы, ну, наверное, люблю общаться. Тоже с людьми, с которыми, может быть, я в силу разных обстоятельств не часто можем встречаться, но вот в редкие моменты, когда мы встречаемся, люблю с ними просто общаться, просто посидеть, поговорить, да тупо просто даже помолчать. Когда человек тебе приятен, интересен, с ним даже молчать интересно. Молодой человек побывал во многих странах и с каждой привозит сувениры, которые сегодня образовали большую коллекцию. Со всеми связана определенная история. Вот этот вот верблюд, как-то его называют, я не помню, как его называют, но это вот один из символов этой страны. Как бы, ну, во многом, наверное, тоже несет мой как талисман, потому что, ну, это вот такой вот, скажем, почти домашний. Сколько это уже лет прошло? 10 лет со мной. 10 лет уже. Со мной 10 лет. Евгений – участник многих республиканских, российских, международных, не говоря уже о районных конкурсов. Он и их победитель. Ну и одно из самых таких ярких впечатлений, конечно же, это был для меня незабываемый год 2014. Я выезжал в гастрольный тур по Японии. То есть вот это вот, эти
10 дней, которые мы там, где там я там был, да, где там концертировал и так далее, вот это для меня тоже очень такая большая для меня в жизни, большое очень в жизни достижение. Вот как бы эмоции, впечатления, конечно, вагон, но и то, что даже там, на другом континенте, да, вот наш якутский хомус, наше якутское пение находит отклик. Из тех конкурсов, которые были в моей жизни, наверное, еще очень такой важный, такой интересный, большое достижение, это когда в Казахстане в 2013 году в Казахстане взял гран-при. Да, то есть в городе Астана география очень большая. Да, то есть, то есть вот человек всегда находит какие-то положительные моменты даже в минусах. Да? И вот это пандемическое время, вот 2,5 года пандемии, сейчас как бы дало возможность поучаствовать дистанционно, ну вот как бы при всей вот этой вот страшной, страшном понятии дистанционное обучение, дистанционное участие и так далее, но это во многом экономит время, средства и прочие моменты, да, то есть ты записываешь себя, может там 225-й дубль, самый лучший выбрал, отправил на конкурс, красота. Заплатил там оргвзнос, без выезда, ты никуда не выезжаешь, находишься у себя дома или там на работе, и вот приходит тебе такая вот замечательная новость, что где-то там чего-то завоевал. Вот. В этом тоже есть хорошие моменты. Ярких моментов в творческой жизни Евгения Сивцева очень много. Один из них – это участие в программе «Поле чудес» на центральном телевидении. Постоянно спрашивают меня про это «Поле чудес», да, каким образом ты туда попал. Но как-то вот еще в той старой школе я сижу, значит, приходит ко мне Валентин Андреевич Калмазан, он тогда работал в Доме культуры, и говорит, значит, такая ситуация. Девочка из нашего Юлия Красман, по-моему, детский сад Теремок, по-моему, если я не ошибаюсь, воспитатель. Она выиграла СМС-игру в «Поле чудес». Я думаю, что он шутит на самом деле, что ну какое «Поле чудес», да? Собственно, говорит, вот она едет, надо в качестве сопровождающего и какого-то вот такого вот культурного какого-то компонента туда выехать вместе с ней. Когда принесли билеты, уже я так понимаю, что шутки-то уже закончились. Да, ну то есть беру с собой костюм, готовлю программу, еду туда. Участием в игре Евгений остался доволен, получил массу положительных эмоций и показал себя. Выступление с хомусом и там не оставило равнодушным никого. Традиционно в завершении передачи переходим к планам нашего героя на будущее. Основная задача – жить дальше, развиваться, не стоять на месте, участвовать в конкурсах и брать новые вершины.